Я приехал снимать очередной документальный фильм про Якутию, что ли. А тему как такую я точно определить не могу. Я просто на ходу снимаю все, что мне нравится, все, что мне интересно. А что из этого получится, я пока сам не знаю. Конечно, хотел бы, чтобы это был фильм про город Якутск. Чтобы это был фильм, посвященный именно этому городу. Ну, очень такой субъективный фильм. Я не собираюсь там рассказывать историю Якутска, не собираюсь показывать там старые фотографии, даже не собираюсь рассказывать о якутских классиках. Я просто хочу показать то, что меня лично коснулось. Я всегда вот говорю, что я ищу то, что ищет меня. То есть человек выходит из дома, и что-то выходит ему навстречу. А что это будет, это никогда не известно. Я вам скажу, вот в геологии есть такая процедура интерпретации, истолкования сущности, явления, процесса или объекта. И вот как бы ты глубоко не проинтерпретировал тот или иной объект, оказывается, все равно раньше тебя именно про это место, именно про этот объект есть уже народное сказание. Получает это знание народ, как его получает простой человек, это, конечно, тайна. Но все, вот чего бы мы ни находили геологи, или, допустим, какую бы я структуру там не открывал, вот, не выводил ее на дневной свет, она все равно существует в преданиях вот тех же старинных этих племен. Закрыто. Понял, хватало, да. Ничего себе. Там-то Да. хозяин есть, да? Инсталляция, да, целая. Ничего себе. Вовнутрь можно зайти, да? Ну, сейчас пройдем. Его наверняка Давайте сейчас нет, посмотрим. он по выходным. А как он живет-то вот так, а? Открытые стены, да? Это мы в студенческие годы вот такие работы делали. В макете или в натуре? В натуре тоже пробовали, там на выставках. Всякие вот оформляли интерьеры. Что-то пытались сделать. У нас преподаватели молодые были. А вот интересно, с ним бы самим так вот поговорить, да, вот сейчас? А? С ним бы, говорю, самим еще бы поговорить. С хозяином, да? Он после второго, он работает еще. В отпуск уходит 2 числа и после второго поселяется здесь. А вообще кто он такой? Можно приехать даже пообщаться еще. А, Миша? А? Он творческий человек, да? Нет, он геолог. Геолог? Вот его такая, ну, внутри вот этого здания такая келья маленькая. Это надо же вот столько этих собрать, да, конструкций всяких разных. И сколько лет он строил вот это? С 97-го года. С 97-го года, да? Ага. Ух ты. Виталий Михайлович
Надо же, да, вот. делает инсталляции, скульптуры делает. После перестройки, то есть развала Советского Союза, и, видимо, он очень долго же наверняка свое творчество накапливал. И вот с разрушением системы он выплеснул свою свободу. Это его, модель его мировоззрения такое. Он делит земной шар, да, на две половины. Тихоокеанский, как геолог, Тихоокеанская платформа и Атлантическая. И Якутская, как раз находится в том месте стыка, где вот это. Поэтому у нас очень много, алмазов, там вот этих вот пород вулканических. А вот это вот символ геологов. Это, по-моему, дятел, да, который грызет гранит науки, который стучит. Это настоящий фонарь, да, он приспособен. А это театральный. Театральный вот этот, да? Театральный осветительный прибор. Прожектор. Да, интересный у него мировоззренческий такой. Это гараж. Ага, для машины, да? Ага. Нет, для коней и рыцарей. Да, для Тут конницы. конница. Да, ага. Для конницы, да. Для конницы, ага. Рыцари. Тут, база у них, и отсюда они, буквально там вылетают. И вот здесь сидят балкон для принцесс, и они наблюдают вот это. Это его, собственная, такая, сказка, что ли. Королевская конюшня. Не от мира сего, да, человек. Когда мы сталкиваемся с реализацией сказки, это и есть реализация разума, очень крупного всемирного разума. Выдающиеся ученые, они умеют напрямую работать с этим разумом. По крайней мере, те, которые занимаются исчислением, это быстрее компьютера. Это яркий пример. И геология, несомненно, это тоже проверка человека на его соответствие тому высокому месту, которое он занимает в иерархии животного мира. Да, надежно. Молодец. А интересно бы узнать, как это соседи реагируют на такое вот сюда. Он говорит, завидует. Завидуют? Ясно. Не, есть люди, не понимаешь искусство. Скажут, просто чудак, да? У меня до этого был опыт строительства 2 кооперативных гаражей. И я понял, что самое выгодное строительство – это положить сваи и на них поставить плиты железобетонные от панельного строительства. И думал так, что один блок будет гараж, и там у меня будет механическая мастерская, а второй такой же простой блок будет жилая комната. И вот я возился на коньке и так думал, все-таки надо, чтобы как-то украшало этот пейзаж. И вдруг к своему ужасу услышал, что внизу ходят девчонки маленькие. Детские голоса девочек я услышал. А у меня балки были не закреплены, арматура не закреплена. Я побоялся, что все это может упасть. И им говорю, стойте на месте, я вас выведу оттуда. Я спустился, вывел их оттуда. Одной девочке лет 11, а второй лет 12. Одеты очень изящно, с золотыми сережками и с кулончиками. И та, которая была поменьше, спрашивает меня, правда, что здесь строят волшебный замок для детей? А вторая говорит, и для подростков. Я говорю, девочки, и для детей, и для подростков, и для всех, кто сочтет нужным посмотреть его. И я их тогда ознакомил с архитектурой, тогда это там со скульптурками, с небольшими. И мы подружились с ними. Эти 2 девочки и дали мне название замка. Да. И я сразу понял эту идею. Я знал свалка, на которой валяется 14 полуарок. И сразу же понял, что мне надо делать замок со сводчатой, стрельчатой крышей. И я выволок с этой свалки все эти 14 полуарок,
Вот, связал их в одну ферму. Вот. И сейчас работаю над деталями. Михалыч такой якутский Гауди, да? Да, вот где-то может быть, где-то в таком плане даже в прямом параллели его нельзя сравнивать, да? Вот как с позиции профессиональной архитектуры. Ну, конечно. А с позиции, вот, скажем, его идеи, желания что-то сделать там или еще почему. Вполне возможно. Вот. Вот эта вот часть, она называется яблоком шпиля. Вот. Вот этот сам шпиль, он вот это деревянное, это чтобы птички могли садиться, птицы могли садиться, и большие, и мелкие. Вот. А это украшение старинное. То есть это должно быть на самой Да, это вот, вершине? да. Вот муфта посадочная. Вот я ее должен отцентровать, затянуть. У меня есть специальные винты, и мы туда должны, в гнездо она должна встать. Вот. А там уже все, Всё смонтировано. Готово, да? Да, вот, и подварено. Да, тогда проблем не будет, мы взяли бы там. это. Так вот, тут вот я специально вот это вот ухо делал, чтобы ее поднять можно было. Вот вначале ее надо на это ухо поставить, потом вот по этому коньку туда протащить, и потом вертикально ставить. Сколько? 60 килограмм, да? Да, килограмм 50 можно. Вообще такое, тогда оно будет, вот это здание будет закончено. Ну да, вот такое, этот смысл. Завершенное. Да, сакральный смысл появится. Это будет действительно видно, что это замок, а это не просто рядовое. Вот. Что ты делаешь? Раньше-то у меня, когда машина была, я из лесу все сам возил. У меня был Land Rover натовский. Вот я весь и железо, и декоративный материал возил. А это я на свалках собираю. У вас есть и бумаги, планы, типа? Да я, понимаете, дело в том, что тут меня прооперировали. И это в каком же году-то меня? В 98 году прооперировали, я потерял очень много зрения. И вот сейчас разрабатываю, рисую такие всякие куполочки, эти фасады. Вот. То есть до какой степени у вас плохое зрение? Что вообще? У меня-то, да, в общем, знаете, если говорить, правый ничего не видит, а левый 9 сотых диоптрий. 9 сотых. И вот и только потому, что вот я вырезаю, пилю, строгаю, сейчас там кузницу начал делать. Вот глаз, он укрепляется. Вот у него остроты зрения нету, но панорамные. Я за счет панорамного. И врачи это объяснить не могут, кстати. Они говорят, ты давно бы должен был уже, милый мой, ходить ты бы уже не смог. Вот. А вот панорамное меня выручает зрение. А вам кто-нибудь помогает? У вас есть единомышленники? Нет, пока никого нету. У меня сын хороший мастеровой, но он живет в Иркутске, и он должен с внучкой приехать. Внучка Алина, они должны где-то приехать, наверное, в августе или может в июле. Вот если бы шпиль поставить, вот это бы, да, весь бы ракурс изменился. Мы можем Соседи, вам помочь поставить. вот соседи бы завыли, ох, от зависти, бы точно бы за зубами бы защелкали. Ну. И соседи завидуют, что ли? Конечно, вы что, они бедные, мне их жалко, они за урожай борются, за выживание, а я ничего не сажу, я вот строю это. И самое главное, детям нравится. Вот на этот балкон, мне кажется, не стоит. Потому что мы сюда поставим, потом как-то вытягивать тут. Если мы сразу сюда, Подскажи, куда? ага, вот если мы поставим сюда, мы вытащим его отсюда, ну как тут Ты стоять скажи, куда? удобнее. Ага. Да, Отсюда. сюда? Ну давай сюда. Здесь мы его отсюда пропустим, сюда пропустим, Правильно. оттуда сразу будем Тогда надо вытягивать. вот этим не убрать колеса. Они могут помешать. Колесо. Ага. Так, осторожнее, Мартин. Опа. Сюда.
Так, ну что, мужики, как? Так, Михалыч, вы сейчас вниз тогда. Я вниз. Ага. Все. Слушаюсь. Так, сейчас я, наверное, поднимусь сюда, да? А кто толкать-то? Вы Да, надо... я подниму сейчас. А, сюда хотите? Сюда хочу подняться. Это... Можно или тут по лестнице? Нет, это... опасно, упадет. не удержите. Тогда вот, может, лестницу так поставим? Ну, лестницу туда. Нет, давайте вначале попробуем, как она пойдет. Осторожно, плечку. Идет? Нормально. Все, вперед. Так, тихо, тихо. Держите. Так, стоп, Сейчас, давай, сюда. Сейчас я. Зачем? Давай по той лестнице, не надо. Сейчас. Снизу, да, давай. Давай, куда? Вот так. О, отлично. Что, будете красить? Сейчас покрасим. Давайте. А вот эта верхняя башня, она как, ну, болтами затянута, да? Вот это стянут стяжными болтами, а вот это еще не привязано. Ага. А. Я еще буду доворачивать ее. Поставим да, обратно там раскинется. Михалыч, Да? скажешь, что золотой? Да Нашел. Из чистого золота всю жизнь копил, скажете. Ну, я вообще-то занимаюсь золотом и алмазами, так что поверь. Мне потом дадите список фамилий, я сделаю такую металлическую табличку. Да, вот у меня будет охранная грамота, и на ней я все ваши имена, все, кто шпиль Сашка, помогал. давай сейчас повернем. Как по-якутски золото? Кылкамыш. Ага. Так, значит, в полном объеме композиция включает в себя 3 элемента. Ольховый спас, сам участок. Стражник веры, это вся атрибутика и символика. И Малюпен, замок детства. Так, ну все, можно уже его ставить. Краска подсохла. 3, 2, 1. Ты получше любого экстрима видел. Что? Прищемил, да? О, Ингрид тут. Так, ну как, ребята, отдыхаем. Можем мы или нет? Можно. Точно? 3 этажа протащили, полметра. Хватит. Так, я сейчас... Наверное, да. Подожди. Башня же хорошо держится, не? Эти-то хорошо держатся, но это не надо тебе. Стой на этом. Главное не отпускать, чтобы она не упала на нас. Так. Раз, два, взяли. Оба. Оба. Главное его вертикально держать. Держи. Он чуть-чуть сюда. держим. На меня чуть-чуть. Как так подняли. Вот. Оп, стоп. Сколько осталось? Держи. Держим. Так, отсюда. Сейчас надо поднять сейчас. Так. Давайте, да? Раз, два. Капуру. Да. Все? Да. А, не влезает. Почему? Подожди. Да? Не, ну сейчас его надо прокручивать. Так, да, крутим. Нет, он должен свободно был войти. Стоп. Главное, вертикаль, осторожно, смотрите. Не идет, падла.
Что же такое-то? Хоть маленько-то вошел, нет? Стоп, стоп, не дергайте. Кувалду там это. Тащите проволоку. Сейчас мы привяжем ее. И все-таки жаль, что у этих чеховских героев нету рядом никого, кто бы объяснил им, сказал им, что в детство можно как-то вернуться, только создавая его образ. И не глядя на то, что этот образ может соседям показаться странным, чудовищным, непонятным. И что при жизни его, наверное, нельзя совершить до конца. Потому что он по своей природе утопичен, и совсем вернуться в него, конечно, нельзя. Но возвращаться все равно хочется, и возвращаться надо. Подождите, не могу. Плохо вижу. Михалыч, пока хватит. Еще? Все, хватит. Это чтобы натяг был. Натяг был. У меня будет такая вот королевская печать. И там имена всех участников, кто принимал. Все. И вот я его там вот под фонарем, там будет охранная грамота, и там будет это увековечено. Вот у кого зрение хорошее, наливайте. Так, еще. Наливайте там. Фу. Ой, ребята, аж ноги трясутся. Ну, в один момент было опасно, да? Да, там много было опасно. Много моментов. Много. Понимаете, во-первых, она нестабильная, у ней несколько центров тяжести. Вот, она неравновесная. В любую сторону могла потянуть. Ребята держали. Дубль первый. Поехали. Говорят, еще дубль первый, еще что? Кадр. Кадр первый. Кадр первый, дубль первый. Кадр первый, дубль Кадр первый. второй, дубль первый. Кадр второй, дубль первый. Грим. Я услышал слова «милые девушки». Вот. И это действительно так. Можно делать из отбросов чудо, если есть у тебя такие товарищи, которые сейчас здесь находятся. Вот ради них, ради всех, кто будет смотреть на это, я сделал этот скромный, подарок самому себе. Спасибо. Стоп. Снято. А где вы вот это все? Композицию. Да, где вы это все берете? Композиция очень проста. Дело в том, что стандартные участвуют эти блоки от гаража. Вот. Видите, двойной блок. Левый блок это один гараж, правый блок второй. Но там есть арки. Да. Арки, да. Вот, арки это нестандартный элемент. Я их вывез с палки. Вот. С городской? Нет, с Заковской. Заковской, Да. которая там в Табаге, да? Нет, она есть 16 здесь колония. Вообще растворились в воздухе. Вот много было. Я рад, что в последний день моих съемок в этой последней вечеринке принял участие тоже молодой якутский оператор, в результате чего я тоже мог оказаться в кадре.
Не потому, что очень хочется увидеть самого себя на экране, а потому что хочется увидеть себя именно в этом образе. Рядом с Анжелой, с Мишей, с Виталием Михайловичем и со всеми этими людьми, которые пришли отпраздновать поднятие шпиля. Ну и очень уж хочется видеть самого себя в этом замке. Вика, ты сейчас спокойно одеваешь. А вот процесс все еще идет, да? Конечно, это только, понимаете, вот, ну, заготовка. Заготовка. Чудо. А тут сутки до Чем, да. Все банально. Я ну, абсолютно бесполезная. А что привлекает все-таки? Ну, такое, из-за чего можно было бы сюда и второй раз прийти, не скучно. Ну, я вообще люблю все красивое и бесполезное. Уже ответ. Вот, и... Ну, она настоящая. То есть, если бы это было не так, ну, вот тут настоящая. То есть, Можно я вас еще чего? Вот это правильный ответ. Настоящий. Я никого не старался, делаю ее, как получается. Вика, ты сейчас спокойно одеваешь. а вот процесс все еще идет, да? Конечно, это только, понимаете, вот, ну, заготовка. Заготовка на каркас. Герой нашего дня. Михалыч. А мы его разгадали сразу. Свой сценарий там. Morning time and evening time and summertime and winter time. В Москве 10 дней назад в кинотеатре «Октябрь» в центре города на Старом Арбате смотрел его фильм «Дыши изо всех сил». From this minute I'm telling you, I keep this vow, Porgy.